Сегодня в Сыктывкаре открылась научно-практическая конференция, посвященная 640-летию образования православной епархии на Коми-земле. В 1383 году Коми-край был присоединен к Московскому государству, а святитель Стефан Пермский за короткое время обратил к Христу всех жителей края. Просветитель коми-зырянской земли, создатель коми-азбуки и письменности Стефан Пермский помогал всем нуждающимся, защищал от притеснения. Учредил несколько церквей с училищем, основал монастыри, причислен к лику святых. Произошла цивилизационная революция из-за христианизации. Понимаете, были коми охотники-рыболовы. Стали коми европейским народом, из череды которых вышли ученые, поэты, художники, священники и так далее. То есть коми стали на один уровень и с русскими, и с немцами, с испанцами, с англичанами и так далее. И вот тут самое главное – это роль святителя Стефана. XIX век называют золотым для церкви. В это время началось возведение каменных храмов. К концу столетия в Коми было построено уже более 100 церквей и приходов. Но после революции все было свернуто. К началу 1941 года в Коми не осталось ни одной действующей церкви. Лишь в 90-х годах началось восстановление православных приходов. В 1995 году была создана Сыктывкарская епархия. За 3 десятилетия построено и восстановлено более 250 храмов и 30 часовен. Тут, конечно, главная роль принадлежит нашему миссионеру, владыке Петериму, архиепископу Сыктывкарскому, Зырянскому, который, начиная с 1995 года, фактически начал новое возрождение после Стефана Пермского нашего Коми-края. Поэтому благодаря ему сейчас у нас уже более 170 приходов, 7 монастырей на территории Коми-края. У нас есть образовательные учреждения, у нас ведется социальное служение, работа с молодежными организациями, патриотическими организациями. То есть мы вышли на очень высокий уровень. Сегодня в Коми 2 епархии – Сыктывкарская и Коми-зырянская в южной части республики и Воркутинская и Усинская для северных территорий. Священнослужители активно сотрудничают с общественными организациями, ветеранским движением и даже ведут страницы в социальных сетях, чтобы стать еще ближе к людям.